Вторая часть программы «Мордовский блок новостей». Владимир Евгеньевич Гридин. Следующий блок новостей называется «Экология». Новости Мордовии. 8 ноября прокурор Атяшевского района привлек главу Лабаскинского сельского поселения к административной ответственности, оштрафовал, на 5000 рублей за то, что этот глава оставил без ответа обращение местного жителя, который еще в августе попросил его установить в селе контейнер для сбора твердых коммунальных отходов. Вот как у нас прокурор заботится об экологии. Дальше, 16 ноября. Интернет-портал недвижимости домофонд.ру опубликовал итоги ежегодного исследования того, как жители страны оценивают чистоту улиц в своих городах. Первое место заняла Анапа, Краснодарский край. У нее 8,1 балла. Второе место Сургут, Тюменская область. У нее 8 баллов. И третье место Саранск, набравший чуть меньше 8 баллов. Всего рейтинговалось 150 городов. Кроме того, в другом рейтинге Саранск уже 6-й раз был призером и входил и до сих пор входит в группу из 2 десятков самых многократных победителей ежегодного конкурса «Самый благоустроенный город России», проводимого Федеральным агентством по строительству и ЖКХ РФ. Дальше. Следующий рейтинг. Greenpeace России в марте 2017 года опубликовал на своем сайте рейтинг городов страны по доступности инфраструктуры раздельного сбора мусора, лидером которого из более 160 крупных российских городов тоже стал Саранск. Первое место, представляете, получив титул самого удобного города для раздельного сбора мусора. Другие лидеры – волжские города. Волжский, Мурманск, Мытищи и Оренбург, а Москва на 40-м месте, где только 8% горожан видят в своих дворах контейнеры для вторсырья, в то время как в Саранске 80%. Напомню, что жители нашего города весь мусор выбрасывали в один контейнер до 2012 года, когда в Саранске начала работать клининговая германская компания «Ремонде Саранск» под руководством гендиректора Светланы Владимировны Бегессе. Это о том, кому мы должны быть благодарны за эти первые места по раздельному сбору мусора Саранска. Из Саранска мусор отправляется, интересно, что в одном из 3 направлений. Спрессованную макулатуру везут в Пензу, на ближайшую бумажную фабрику «Маяк», которой не хватает вторсырья. Полимерное сырье везут на Тверской завод «Экотехнологии», крупнейший в России переработчик термопластика. Но на сортировку и дальнейшую переработку из всего саранского мусора в 2017 году попало лишь около 12%. Причем из них 70% доля макулатуры. А большая часть была направлена на полигон для захоронения. В интервью от сентября 2017 года Светлана Бегессе призналась: наша компания обосновалась здесь не сразу. Мы приезжали в разные города, в основном смотрели, где ситуация с уборкой отходов была патовой. В большинстве регионов над нами смеялись и отказывали. Говорили: вы бросьте внедрять эти европейские привычки. Россиянина никогда в жизни не заставит делить мусор. Владимир Евгеньевич, вы мусор раздельно выкидываете? Ну, я хочу сказать, конечно, я смотрю, что к этому начинают стремиться. Это неплохо. Но думаю, что к этому мы еще долго будем. Все-таки людей надо действительно просвещать и именно привыкать. У нас еще народ мало ответственный о этих проблем. Но я считаю, все действительно у людей, когда действительно кусок хлеба-то, надо как-то добиться, уже не думает о том, а куда мусор-то. А то, что в российских рейтингах мы первые места, это уже... Вы знаете, я не могу это определить, потому что нам постоянно говорят, мы выше и до Луны уже добрались с Мордовии. Поэтому я не знаю,
как рейтинг, но до этого еще далеко, реально. Я знаю те проблемы москвичей, которые сейчас додумались до того, мусор из Москвы вон в Екатеринбург, по-моему, отправлять решили. Как раз наши яблочники подняли этот вопрос, вот наш зампредседателя партии Рыбаков на парламентском часе и как раз сказал об этом. Вот до чего дошло, что мусор из Москвы решили туда, в регионы отправлять. Ну как это так? Как это так? Надо в России действительно вот, заниматься технологиями переработки нашего мусора, а не переводить из Москвы и вон дальше на восток. Это несерьезно. Владимир Евгеньевич, вот Рыбаков Николай, он выступал на парламентских слушаниях. А если бы вам предоставили слово на парламентских слушаниях в Мордовии, вы по поводу юбилейной даты создания Конституции что хотели Да, сказать? я предложил, чтобы мне выступление 5 минут, но мне сделали так, что отказали. А я бы сказал, что в Мордовии за 25 лет Конституции Российской Федерации приходит к тому, что вообще забыли, что такое Конституция Российской Федерации. У меня есть факты, которые нарушают законодательство и права граждан в Республике Мордовия. О чем я как раз и говорил, что это подтверждает те слова нашего Григория Алексеевича Явлинского, который говорит, что это мафия в России. Вот блок новостей растениеводства. Владимир Ильич Волков 21 ноября провел с двумя первыми зампредами рабочее совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса Мордовии и поставил им задачу, что нужно вовлечь необрабатываемые земли в агрономический цикл для создания рабочих мест и так далее. И в целом он 16 ноября на дне работника сельского хозяйства рассказывал тоже об успехах в сельхозпроизводстве и говорил, что Мордовия одна из лидеров в целом по стране и первая по Приволжскому федеральному округу по производству яйца, молока на душу населения и так далее. Вот рассказывал, что гранты, вот около 400 грантов сельхозкооперативы и фермеры Мордовии получили. И дальше это будет продолжаться. Вот вы как у нас с использованием земельного фонда и пашин в Мордовии? Вот вы по республике ездите, как у нас это состояние с этим? Я же вот прямо и вам хочу сказать. Если какие-то заслуги, значит люди должны ощущать дешевле цены, что-то, чтобы качество продуктов. Но люди не ощущают поэтому. А то, что Владимир Дмитриевич Волков у нас может говорить все, что угодно. Постоянно говорит, что зарплаты где-то повышаются. Не знаю, он, может быть, знает таких людей. Я, например, знаю, где все зарплаты все ниже, ниже, ниже. И от того, что яйца, куры у нас дороже, дороже и дороже. Ну, поэтому я просто не понимаю. Каждый Владимир Дмитриевич Волков, наверное, как-то по-другому что-то понимает. Не знаю. 8 блок. Пожары. Главное управление МЧС России по Республике Мордовия сообщило, что этой осенью в Мордовии зарегистрировано 183 пожара, на 5 случаев меньше, чем прошлой осенью. В том числе 146 возгораний за 3 месяца произошло в зданиях жилого сектора, домах, гаражах, банях и сараях. В прошлом году в пожарах погибли 15 человек, в этом году 12. Например, утром 25 ноября в Ковылкине на улице Комсомольской загорелся частный дом, в котором сгорели муж и жена. Соседи рассказали, что глава семьи очень много курил, а накануне его видели в нетрезвом виде. Наиболее интенсивное горение происходило в коридоре, где и были найдены тела супругов. Напоминаю нашим телезрителям, что в случае пожара необходимо с любого телефона заводить по номеру 101.
Как вот у нас люди ответственные в вопросе пожарной безопасности в Мордовии? У нас вот у меня конкретно есть направление. Вот сейчас занимаюсь, когда родственники Крутов, родственник вторым человеком в нашей Дочь. республике. Недавно он был глава администрации. Глава администрации Главы республики. главы республики, родственник. Ну что, вот им все можно. Они творят, никаких законов нет, противопожарного выхода, собственные помещения. У людей, значит, власти незаконно забрали собственность, разрешается, значит, использовать объекты, где нарушается пожарная безопасность, и никому нет дела. Вот поэтому и горят пожары-то, потому что ответственности нет. Ответственности нет. Но вот большое горе, что и в том числе даже родственники больших руководителей, они тоже как бы не застрахованы от того, чтобы самому пострадать от пожаров. И это горе нас как бы объединяет тем, что это нужно обязательно решать, потому что мы все, во всех семьях люди могут страдать от этого. А для этого пожарные службы должны работать максимально эффективно. Да пожарные, чтобы люди исполняли обязанности одним законы есть, а для других ни законов, ничего, что хотят. Я почему и говорю, что бездействие прокуратуры, полиции, властей, это приводит к тому, что действительно у нас очень опасная ситуация. Именно в Мордовии и в целом России. Именно будут катаклизмы. Следующий блок новостей, произошедших в Мордовии. Военно-промышленный комплекс называется. 1 декабря, будем считать, что это тоже ноябрьская новость, Министерство обороны России сообщило, что на опытно-боевое дежурство в Кавылкинском районе Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа контейнер, способная контролировать, в общем, хотят контролировать все полеты ракет и летающих объектов. Более 5000 воздушных объектов это РЛС будет контролировать на расстоянии около 3000 километров. Выступил на открытии генерал-лейтенант Андрей Геннадьевич Демин, поблагодарил всех и сказал, что если вероятный противник, то есть мы его будем стратегически сдерживать. Это мы продолжаем холодную войну нам, потому что все-таки хочется их победить в этой войне. Хотя, конечно, в 2013 году уже была большая часть этого РЛС построена. Но тогда на Азию она не просматривала, а теперь и Азию просматривает. Состоит эта радиолокационная станция из ровного 1,5-километрового частокола 144 антенн высотой с 10-этажный дом каждая. Стоит это все, вот наша безопасность, 10 миллиардов рублей. Обслуживается 115 военными, вот тогда обслуживался, сейчас, видимо, еще увеличит штат. И вот как бы интересно, что часть оборудования для этой станции изготовил Саранский телевизионный завод. То есть доверили нашему заводу построить такое ответственное. Не подведет, как думаете, продукция нашего завода на важном деле? Да вы знаете, я думаю, думать здесь немножко о других вещах. Радиация, что на людей будет, это же и рак у людей будет. Это же очень все очень неприятные вещи. Об этом кто-то ничего не говорит. Вот это об этих вещах, что к чему это. У нас вообще идет опять та ситуация, которая, что действительно может случайно произойти война, и это будет действительно последней. Потому что
Россию вообще воспринимать в мировом вообще отношении к россиянам становится очень плохо, очень плохо. А почему так начинают к нам относиться? А потому что поведение наших властей России приводит к тому, это Донбасс, это Крым, это Сирия. Поэтому приводит к тому, что мы действительно, нас боятся, что действительно не существует каких-то международных законодательностей. У нас хотят Крым, аннексии Крыма, Донбасс поддерживать людей оружием. Если не специалистами, то значит оружием и всем. Это же все проблемы, ведь Украина это всегда братский народ, а вы посмотрите, что происходит. И я думаю, что это очень надолго будет теперь Украина, это не братский народ для россиян. А я вот знаю, что в конце 90-х годов или начале 2000-х как раз вот партия «Яблоко» продвигала идею общей европейской системы безопасности, и которую как раз потом уже Путин и Медведев стали ее произносить, хотя так ни до чего не дошли, потому что доверия к нам нету. Ну а вы вообще сторонник вот этого, чтобы не каждому государству создавать свои радиолокационные станции, а экономить деньги за счет того, чтобы жить в мире с другими странами и создавать совместное? Конечно. Чтобы не дублировать что-то. Поэтому вот эта станция, она только беда для жителей республики. Это здоровье. Для наших детей. Поэтому об этом никто не говорит. А какие-то заслуги, что это... Да, люди, вот вы посмотрите, мне 54-й год, у меня уже друзей-то детства никого нет. А мы пенсионный возраст хотим, чтобы увеличили. О чем мы вообще говорят в этой стране? Продолжим международную тему. Последний блок новостей, он условно называется «За пределами Мордовии». Вот что у нас в ноябре, как мне кажется, самое интересное для наших жителей Мордовии произошло за пределами нашей республики. 28 ноября во втором туре президентом Грузии была избрана женщина Саломе Зурбишвили. За нее проголосовали 1,1 миллиона избирателей. Страна маленькая, то есть даже проголосовал миллион, даже меньше, чем вот за Явлинского на выборах президента, а это является победителем. Это 59,5% избирателей. Вот Зурбишвили, она в 70-х, 80-х работала в Министерстве иностранных дел Франции. У нее двойное гражданство было, Франция и Грузия. Была послом, потом Саакашвили ее назначил министром иностранных дел Грузии. Она год на этом месте, на этой должности была, потом ушла в оппозицию, участвовала в выборах в парламент, проходила, а для выборов вот президентских в этом году ей пришлось отказаться от второго гражданства, от французского, потому что ее на этом основании не допустили до предыдущих выборов президента. И кандидатуру ее в том числе поддержала правящая партия «Грузинская мечта», которая позволила ей победить, вот, занять, как бы завоевать больше половины избирателей Грузии. Как вы оцените то как бы событие, что еще в одной стране президентом избирают женщину, кавказский народ, и что это становится вообще нормой европейских стран? Ну, дело в том, что я считаю, женщина это нормально, тем более у нас в Яблоко председатели партии женщины, это все прекрасно, нормально. Но я всегда говорю, когда мы говорим о каких-то странах, и вот смотрим, что, значит, говорят, что жить надо вот так вот, а не так, Америки, все, да бог с ними, они живут своей жизнью, как говорится. Надо думать о России, что у нас в России делается, и навести порядок. А у нас не поймешь, что в стране происходит, но у нас судят, что в Европе.
но и тем более всегда врут. Врут, как у нас в Германии, в Европе, как там плохо. А мы знаем, что если пенсионер в Германии, он может не только обеспечить себе, он действительно начинается прекрасная жизнь у пенсионера везде, по всем странам, и, ну, как говорится, уважение к человеку. Это важно. А нам рассказывают, как плохо Меркель себя неправильно ведет. Надо думать, что в Мордовии у нас Кремль. О чем думать? О наших людях. Вот в этом-то и все и проблема. Начинать надо с этого. Вот вы сказали, что лидер вашей партии тоже женщина, Эмилия Эдгардовна Слобунова. Слобунова, Потом да. есть единственная партия в России, у кого есть, в составе которой есть гендерная фракция, тоже партия «Яблоко». Вот расскажите, в чем, для чего существует эта фракция, что она, какая ее идея? Ну, фракции, я лично не совсем откровенно вам хочу сказать, но у нас все-таки демократия, поэтому они, по-своему, я лично отношусь очень к Скептически. женщинам. Да, да, Ага. да, все-таки для меня женщина, это, знаете, как говорится, женщина. Вот. Но демократия должна существовать, что есть свое мнение, и вот есть такая фракция гендерной политики, поэтому время рассудит. Но вы сами хоть относитесь, как говорите, как бы самокритично, что вы традиционно относитесь, но, тем не менее, сами руководители мордовского отделения избрали тоже женщину. Да, Вот нет, расскажите, пожалуйста, о ней. нет, но это нормально, женщина, но женщина очень, я считаю, что большое преимущество, это как-то женственность, это всегда привлекает человека, если действительно, поэтому это очень неплохо и хорошо даже, когда присутствует женщина, это как бы нас, мужчина, организовывать должна. И вот, пожалуйста, несколько слов о вашем председателе новом. Ну, как говорится, есть много вещей, поэтому мы хотим, что всегда было не быть постоянным председателем 100 лет. Надо действительно постоянная Ротация, ротация, да. обновление. Конечно, это очень важно. И в нашей стране также, как президент, ну не может вот 20 лет, а может быть сколько, пожизненно. Ну нельзя такого. И тем не менее, как зовут вашего нового председателя? Наталья Николаевна Ефимова. Она работала в вашей партии и как бы доказала свое, что ей Конечно, можно но доверять. это и, конференция была, и люди проголосовали, выбрали. Это человек, который действительно в наших рядах с основания нашей партии, и действительно ее идеология и то, что действительно направление нашей партии, она старается показать, что, чем занимается наша партия. И заниматься этими делами, и рассказать в Республике Мордовия, что же за люди в нашей партии «Яблоко». Я считаю, что в партии «Яблоко» это очень важный вопрос, когда это порядочные люди, вы понимаете, порядочные. Поэтому это очень важно. И это не совсем удобно бывает в людях, что такое быть порядочным в нашей Мордовии. А это сопряжено, когда сказать, это правда. Правду вообще не так легко говорить. У нас говорят, что если человек что-то с ненормальностью, все молчат. И страх. Уважаемые телезрители, главным героем нашей первой программы «Мордовский блок новостей» был
Организатор первых демократических митингов в Мордовии, заместитель председателя Мордовского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Владимир Евгеньевич Гридин. Спасибо вам большое. Всего доброго.